Доброе утро, Якутия! На календаре 14 сентября, в студии работаю я, Юрий Осипов. Просыпайтесь вместе с нами, зарядитесь бодростью и позитивом и узнавайте первыми о событиях, которые произошли в мире и в регионе. А теперь давайте узнаем, о чем же мы расскажем вам сегодня. Создать хорошее настроение и улучшить самочувствие может не только доброе слово и дружеская поддержка, но и продукты-антидепрессанты. Узнаем о продуктах, которые помогают бороться со стрессом. Экологичность – один из главных трендов 21 века. В чем заключается его экологичность и чем же он отличается от натурального? Узнаем мнение эксперта. Мы продолжаем знакомить вас с детьми, которым нужна семья, и сегодня вам представим 13-летнего Дмитрия. Впереди нас ждут интересные выходные. В Якутске проходят гастроли известного Нерюнгринского театра кукол. А также можно сходить в кино. Об этих и других новостях мы расскажем вам позднее. А сейчас традиционно расскажем вам о погоде в республике. В центральных Улусах 5,6 градусов. В заречной группе от 1 до 5 градусов. В южных также от 1 до 5 градусов. В Вилюйской группе от 2 до 3 градусов. В Нижнеленских от 4 до 5. В западных Улусах от 1 до 5 градусов. В Колымо-Индигирской группе уже минус от минус 3 до 6 градусов. В Янских же от минус 7 до минус 5 градусов. На северо-западе от минус 2 до 5 градусов. В столице региона на 6 часов утра 6 градусов по Цельсию, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, ветер юго-восточный 1 метр в секунду, небольшой дождь, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, температура днем 9-11 градусов. Утренняя зарядка позволяет легче проснуться и настроиться на работу. Она способна заряжать тело энергией, улучшать кровообращение и общий иммунитет. Положительно влияет на мускулатуру и суставы. Чтобы больше получить пользу от утренней гимнастики, не забывайте делать ее регулярно. Доброе утро, дорогие друзья! Приглашаю вас присоединиться к моей утренней зарядке. Итак, ноги поставили на ширину плеч. Колени мягкие, поясница расслаблена, плечи положили на лопатки, свесили вниз, макушкой с едва заметным усилием тянемся к небу. Сегодня у нас с вами суставная гимнастика. Суставы мы разомнем, начиная сверху, и постепенно будем опускаться вниз. Итак, наклонили голову, вдох, и на выдохе давим на голову, плечо оттягиваем в противоположную сторону, ощущаем, как тянутся мышцы шеи и плеч. В другую сторону вдох, и на выдохе давим, плечо оттягиваем, ощущаем, как растягиваются мышцы шеи. Хорошо, вдох, и на выдохе запрокинули голову назад, осторожненько. Хорошо, и выпрямили голову, вдох, и на выдохе опускаем голову вниз, давим ладонями на затылок, ощущаем, как растягивается задняя поверхность шеи. Если все нормально, можно голову осторожненько покрутить вправо-влево. Хорошо. Теперь поворачиваем голову вправо. За подбородок толкаем, за затылок тянем. Скручиваем голову мягко, без болевых ощущений. Ощущая, как скручиваются шейные позвонки. Разминаются. В другую сторону вдох. На выдохе давим на подбородок. Тянем за затылок. Вдох на выдохе. И дальше дышим свободно. Хорошо расслабили шею, плечи крутим вверх, поднимаем почти до ушей, вперед округляем спину, назад соединяем лопатки. И в обратную сторону поехали. И отлично. В противофазе вращаем плечи, ощущаем, как задействуются наши широчайшие мышцы. И в обратную сторону. И хорошо. Вращаем руки в плечевом суставе. Начинаем медленно. Если нет никаких болевых ощущений, можно убыстриться. И в обратную сторону. Опять начинаем медленно. Если все нормально, можно чуть убыстриться. Хорошо. Кровь, прилившую к кистям, опустили. Теперь разминаем локтевые суставы вращением предплечий. Обратно.
Хорошо. Вытянули руки вперед, вращаем кулачки, разминаем запястья в обратную сторону. Хорошо. Порубили воздух расслабленно кистями и помахали кистями, как крылышками бабочки. Отлично. Теперь разминаем плечевой пояс. Вдох и на выдохе притягиваем руку к себе. И теперь колени у нас мягкие. Делаем повороты и растягиваем дельтовидные мышцы. Другая рука вдох. На выдохе потянули к себе и с поворотом. И сань, цы. Хорошо. Покидали руки вперед-назад. И давайте это упражнение мы совместим с дыхательной гимнастикой Стрельниковой. То есть на скрещивании рук мы делаем вдох носом, на открытии рук выдох ртом. Поехали. Молодцы! И теперь кидаем руки вверх-вниз, дышим свободно, ощущаем, как все раскрепощается в наших плечевых суставах и в плечевом поясе. Отлично! Закончили. Всем хорошего дня, будьте здоровы и счастливы. Сейчас к нам присоединяется моя коллега Катерина Винокурова. Я здесь, Юра. Доброе утро. Вот сейчас как раз пойдет сюжет, да, материал о том, почему люди не высыпаются. Как раз таки сегодня такое произошло, да. Мы часто не высыпаемся, кстати говоря, часто, да. Часто люди признаются, что не высыпаются за 8 часов, хотя спать именно такое количество времени советуют ученые-сомнологи. В нашем сюжете мы разберемся, откуда взялась такая норма сна, всем ли нужно спать по 8 часов и на какие состояния можно указывать хроническое ощущение недосыпа. Вот как раз, мне кажется, моя тема пошла. Слишком много кофеина. Утренний кофе для многих необходимый ритуал перед началом трудного рабочего дня. Однако употребление большой дозы кофеина утром сразу после пробуждения может привести к тому, что вы чувствуете, что совсем не выспались. Дело в том, что ранний подъем сопровождается естественным ростом уровня гормона стресса кортизола. Если вы выпьете крепкий кофе сразу после сна, уровень кортизола станет еще выше, а избыточный уровень кортизола в крови вызывает сонливость. Чтобы максимально использовать бодрящие свойства кофеина, лучше пить кофе через час после пробуждения. Отсутствие завтрака. Еще хуже, если кофе выпивается на голодный желудок. Без хорошего сбалансированного завтрака, когда кофе становится единственным приемом пищи до обеда, вы рискуете не только получить проблемы с желудочно-кишечным трактом в будущем, но и ощущение вялости на весь день. Просто мало сна. Норма сна для взрослого человека составляет 7-8 часов в сутки, но часто вечером нам хочется посмотреть сериал, просто посидеть, поговорить с членами семьи, а кому-то даже заняться спортом. Все это излишне бодрит перед сном и отодвигает время, когда пора ложиться спать. В результате происходит утренний недосып. Старайтесь соблюдать гигиену сна и спать хотя бы 7 часов в сутки. Нехватка дневного света. Наверняка все замечали, что вставать легче, если за окном светло. Естественное освещение играет ключевую роль в регулировании наших биологических ритмов. Но большинство людей даже в дневное время пользуются искусственным освещением на рабочем месте, что может сказаться на качестве сна. Старайтесь днем чаще выходить на улицу, а в выходные дни выбирайте в качестве досуга утреннюю прогулку по парку. Разное время пробуждения. В норме сон состоит из нескольких фаз, между которыми должно соблюдаться правильное соотношение. Постоянное изменение времени пробуждения может нарушить ваш циркадный ритм. Правильный сон и бодрствование, а регулярное пробуждение в одно и то же время, напротив, помогает улучшить качество сна. Помните, если вы просыпаетесь после 12 воскресенья, подъем в понедельник в 6 утра вызовет у вас больше трудностей. И последнее – не выпускать телефон из рук. Не только заканчивать, но и начинать день со смартфона – не лучшая идея. Утром организму нужно дать хотя бы полчаса времени на естественное пробуждение. Телефон в руках со списком задач на день, лента тревожных новостей, неотвеченные сообщения, лишний стресс и отвлечение от важных утренних ритуалов организма.
Ну, как известно, не менее важно, чем выспаться, важно, как начать утро. Так создать хорошее настроение и улучшить самочувствие может не только доброе слово и дружеская поддержка, но и продукты, антидепрессанты. Настроение напрямую зависит от вырабатываемых организмом веществ, которые особым образом воздействуют на головной мозг и центральную нервную систему. Благодаря таким продуктам мы чувствуем себя легко и уверенно, испытываем прилив жизненных сил и положительных эмоций. Подробнее в следующем сюжете. Сертифицированные диетологи перечислили 5 групп продуктов, способствующих улучшению настроения, включая лосось и бобовые. Их слова приводит издание HuffPost. По словам диетологов, ученые установили, что эмоциональное состояние и общее самочувствие зависят от правильного функционирования кишечника, так как более 90% гормона хорошего настроения, серотонина, синтезируется именно в нем. Люди, в рационе которых много полезной пищи, реже жалуются на проблемы с психическим здоровьем. Те же, у кого в рационе больше обработанной сладкой еды, чаще сталкиваются с ментальными проблемами, такими как тревожность и депрессия, отметила диетолог Ума Найдо. Она посоветовала есть больше продуктов, богатых пробиотиками, например, соленые огурцы, квашеную капусту и кефир, так как они положительно влияют на микрофлору кишечника. В свою очередь, диетолог Бихайрих к улучшающим настроение продуктам отнесла богатую омега-3 кислотами рыбу жирных сортов, такую как лосось, сардины, скумбрию, а также цельные злаки, бобовые и крахмалистые овощи. Эти продукты обеспечивают устойчивое высвобождение глюкозы, которая необходима для функционирования мозга. Они также стимулируют выработку серотонина, что способствует ощущению спокойствия и хорошему самочувствию, рассказала специалист. Также, по мнению Бихайри, чтобы поднять настроение, надо включить в рацион больше овощей и фруктов. Они богаты антиоксидантами, витаминами и микроэлементами, которые поддерживают общее состояние здоровья, включая здоровье мозга и кишечника, объяснила специалист. В заключение Бихайри предложила обратить внимание на индейку, курицу, яйца, молочные продукты, орехи и семечки, так как эта группа продуктов способствует выработке аминокислоты триптофан, необходимой для успокоения нервной системы и производства серотонина. Ну что, самое время передать слово нашим коллегам из информационной службы? Да. Да. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Правительство повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15 до 20%. Новые условия распространяются на жилищные кредиты. Кроме того, постановление снижает на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках этих госпрограмм. Формула построена так, что когда ключевая ставка растет, банки получают значительно больше. Получается такая ситуация, что когда растет ставка, бюджет платит больше, а банки на самом деле больше зарабатывают. Поэтому сейчас идет дискуссия о том, чтобы скорректировать эту систему, отметили в Департаменте финансовой политики. Очередные объекты наружного освещения на участках региональных дорог ввели в поселке Дорожный Ленского района и селе Устье Сунтарского района. Для обеспечения безопасности дорожного движения 26 опор со светильниками установлены в поселке Дорожный на участке автомобильной дороги Мухтуя, где сегодня идет дорожный ремонт. На днях завершен монтаж уличного освещения в селе Устье на транзитном участке автодороги Устье-Кимпиндяй. Всего установлено 34 светоточки. В настоящее время ожидается технологическое присоединение объектов к электрическим сетям. Кроме того, в планах на этот год обеспечить безопасность дорожного движения в селе Хатасы на территории города Якутска, поселке Табага и селе Суола Мегино-Кангаласского района. Этим летом в 5 дворах поселка Айхал Мирнинского района установлены новые игровые комплексы для детей. Все оборудование выполнено из экологичных и прочных материалов и соответствует необходимым стандартам качества. Комплексы установлены на износостойком безопасном покрытии, чтобы дети могли резвиться без вреда для здоровья. По периметру площадок установлены ограждения, а также скамейки для отдыха и урны. Средства на обустройство дворов современным игровым оборудованием выделены в рамках реализации договора целевого финансирования, заключенного между администрацией поселка и алмаздобывающей компанией в прошлом году. Для комфорта наших жителей делается много.
На сегодня у нас очень много детских площадок новых установлено. Вот только за последний год мы установили 6 детских площадок. Одна из них для детишек с ограниченными возможностями здоровья в парке первооткрывателей. Построены прекрасные парки. Это парк здоровья. Сейчас вот заканчивают уже парк Каюра. Первый этап сквера имени Кадзова мы заканчиваем. На следующий год надеемся, что закончим полностью этот проект. Проект объемный, интересный, красивый. Я думаю, все жители будут очень довольны. В Вилюйске в районном дворце культуры имени Марка Жиркова состоялся концерт живой музыки «Виват Альма-Матер». Что примечательно, его организовали выпускники высшей школы разных лет, а посвятили его первому президенту республики Михаилу Ефимовичу Николаеву. Ведь именно он является основателем и идейным вдохновителем выпускников школы, которые несколько лет назад объединились и организовали данный фестиваль. Зрители, пришедшие на концерт, были в восторге и одарили музыкантов бурными овациями. В первом фестивале участвовали более 100 выпускников высшей школы музыки. На этот раз у нас второй фестиваль, мы масштабировались и очень много разъезжаем по улусам. Сегодня у нас 6 участников. Это артисты Государственной филармонии имени Галины Михайловны Кривошапко, Государственного театра оперы и балета Республики Саха-Якутия. Это преподаватель Инамской детской школы искусств, филиала Верхневилюйской детской школы искусств. И у нас в программе и зарубежные, и русские, и якутские композиторы. Вместе. 14 сентября на Руси называли началом бабьего лета, Семин день. По погоде первого дня судили обо всей осени. Если было ясно, то и вся осень должна была быть теплой. Если же видели, что на бабье лето луга опутаны паутиной, то ждали затяжную осень. Какими еще событиями знаменателен этот день, расскажет наша традиционная рубрика «Даты и события». На календаре 14 сентября сегодня отмечают День слушанья шорохов, День раскрашивания, День пончика с кремовой начинкой, День поедания большого сэндвича. По народному календарю в эту дату чтут память святого Симеона Столпника. Это торжество приходится на начало бабьего лета, в честь чего устраивают народные гуляния. Также к этому сроку начинается пора свадеб и смотрин. В народе в этот день считается удачным для новоселья. На Руси существовал обряд посвящения детей, которым исполнилось 3 года – воины и земледельцы. После такого обряда воспитанием мальчиков занималась только мужская половина семьи. Также следили за приметами. Если на полях много паутины, то осень будет длинной. События в этот день. В столице России начало действовать Санкт-Петербургское телеграфное агентство, созданное по инициативе Министерства финансов, Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел. Футболисты киевского «Динамо» провели свой первый международный матч со сборной рабочих Нижней Австрии. В этот день в США в воздух поднялся первый самолет Сикорского ВС-300. Машиной управлял сам конструктор. В Петродворце под Ленинградом вновь открыт фонтан «Самсон», восстановленный после немецкой оккупации в ходе Великой Отечественной войны. Космический аппарат «Луна-2» впервые в мире достиг поверхности Луны. Корпорация Microsoft выпустила операционную систему Windows Millennium Edition. В этот день родились Александр Гумбольдт, немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник. Николай Камов, советский авиаконструктор, создатель вертолетов серии К. Игорь Кириллов, советский российский телеведущий, диктор телевидения, народный артист СССР. Дмитрий Медведев, российский политик и государственный деятель, 3-й президент России. Именины сегодня отмечают Семен, Иисус, Аифал, Татьяна, Наталья, Марфа, Марта. А в Якутии подходит к концу благодатное лето. Почти весь сезон, даже в арктических районах, стояла небывало теплая погода. В ряде улусов республики в Аймиконе уже выпал снег.
На Восточном экономическом форуме дан старт арктической стартап-экспедиции «Дальний Восток и Арктика России». Проект, впервые появившийся в Якутии, нацелен на поддержку лучших проектов креативной экономики макрорегиона России. Его призовой фонд составил 8 миллионов рублей. Наш коллега Петр Васильев встретился с известным путешественником-блогером Алексеем Жирухининым, который с компанией друзей проехал на стареньком москвиче до Арктики. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, начну, наверное, издалека. Что вас привлекает в Якутии, когда вы поняли, что наш регион для вас точка притяжения? В первый раз я посетил Якутию в 2019 году. Тогда я на своем личном автомобиле доехал из Самары, из своего родного города, до Якутска и дальше по Колымской трассе до Магадана. И это было лето. Вот, меня поразила природа. Вот эти огромные просто расстояния, да, потому что Якутия — это самый большой регион, и вот эти все красоты. И для жителей европейской части России очень удивительно, когда ты едешь несколько дней и все еще находишься в одном регионе. И на тот момент я увидел летнюю Якутию, мне очень понравилось. Я там искупался, и съездил на Ленские столбы, искупался в Лене, посмотрел сам Якутск. И решил, я видел зимние фотографии и захотел побывать еще раз зимой. Потому что это совершенно два разных мира, да, лето и зима. Это холод дикий, это вот почувствовать вот это как раз, это была моей мечтой. Больше путешествуешь, тем больше кажется, что нигде не был. И поэтому возникла цель проехать еще вот как раз по практически берегу Северного Ледовитого океана, все поселки, которые туда выходят. И мы с моим товарищем взяли автомобиль и в прошлом году решили еще по ним прокатиться. Мы съездили по зимникам в Тикси, да, съездили в Верхоянск, один из плюсов холода, да, съездили в Нижний Янск, потом переместились на другой зимник по Индигирке и съездили до Русского Устья. И стали первыми вообще в России, в мире, кто на одном автомобиле, причем на стандартном, доехал до Русского Устья. И мы в этой поездке сняли очень интересную серию фильмов, которая называется «Галопом по Арктике», где показали, что путешествовать по этим местам можно без каких-то огромных бюджетов, да, это чисто самостоятельная поездка была, без спонсоров, без машин, которые вот на огромных колесах, то есть это обычный внедорожник был. И это было, реально интересно, то есть ты как будто попадаешь в какой-то, не знаю, в новый мир какой-то, показываешь вот эти фильмы на своем канале, то народ, познает свою новую Россию, да, то есть насколько она разная, насколько она интересная, насколько есть того, чего практически никто не видел. Ну вот, вы сказали, есть то, что практически никто не видел. Что вы можете для себя отметить, что вот эти вот, допустим, 3 пункта, которые стоит посетить в Якутской Арктике? Во-первых, вообще почувствовать вот этот холод, да, это как бы очень интересно ощутить себя, когда минус 50. Это вот, если брать Якутск, то это вот эта дымка, да, это морозный воздух, когда выходишь из какого-то теплого помещения, то аж прям все сжимается, да, и это круто. Это, если брать Якутск, это способ продажи продуктов, да, это рыба, это мясо, которое просто... Вот у меня из моих публикаций якутский рынок крестьянский, это один из топовых, да, потому что это такой колорит, который, я не припомню больше нигде особенно такого колорита в других там регионах, в других городах, даже пусть тоже холодных, но нет такого. Заготовка льда, да, питьевого льда, это просто какой-то вот, не знаю, космос. Причем даже учитывая, что во многих, населенных пунктах, именно городах, есть водопровод всего лишь, да, все равно люди пользуются таким старым способом историческим. Это я всегда говорю, что путешествие по Арктике — это для людей, которые осознанные путешественники. То есть те люди, которым нравится просто валяться на море, это вот не та аудитория, да? Это те люди, которые уже много где побывали, много что посмотрели и хотят для себя открыть что-то новое, хотят окунуться в такую... быть первооткрывателем каким-то, можно так сказать, да, попробовать те пути людей, которые в свое время там шли, изучали все это, и можно быть каким-то современным первооткрывателем чисто для себя. Большей частью людей ассоциируется с промышленностью, с алмазами, с углем. Можно ли республику сегодня называть точкой притяжения туристов? Я считаю, что да, вот, причем можно сделать
разноплановый туризм, это и промышленный туризм показывает, да, потому что все-таки интересно в Мирном побывать, тоже там было бы интересно на Воронке побывать, и в Удачном, все это увидеть вживую. В других, опять же, регионах у нас такого не встретишь. Очень здорово было бы, если развивать возможность пройти по этим местам, да, увидеть, как добывается золото, да, это очень интересно, увидеть бы, как добываются алмазы, как это все обрабатывается, и мне кажется, туристов было бы еще больше. Якутии в плане арктического туризма или, допустим, другим регионам у Якутии этому поучиться? Вот я считаю, что Якутия один из таких продвинутых в этом плане регионов, то есть одни из самых классных зимников доступных, это именно в Якутии. Алексей, в любом случае, всегда ждем нас в гости, спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Рад всегда. Собаки спасают тысячи человеческих жизней. Животные спасали хозяев от пуль, вытаскивали утопающих из воды, предотвращали несчастные случаи. Они продолжают это делать и сегодня. Но что же стоит за героическими поступками собак, помимо их собственного таланта и бесконечной преданности человеку? В 99% случаев это работа хорошего кинолога. Об этом наш следующий сюжет. Я сотрудник в органах внутренних дел с 2004 года служу, а кинологом именно с 2007 года. Получается, что до этого я работал в районе, а там должность только как ввели. У меня коллеги сразу вспомнили, что я люблю собак, и предложили мне именно должность. Я согласился, коллега сразу побежал к руководителю моему, говорит, вот человек согласен. Вот так я и попал в кинологию, наверное. В мои обязанности входит, во-первых, это уход и сбережение собак. Это в первую очередь, наверное, по службе, получается, именно розыск преступников, заблудившихся людей в лесу, к примеру, мы часто ездим. Ну, также обычная полицейская служба также у нас. Ну, у них век у служебных собак, к сожалению, очень короткий. 10-12 лет они уже очень, если доживают, то это уже очень хорошо. А так у меня сейчас один пес уже 8-летнего возраста достиг, но он до сих пор служит. Единственное, вот если собака страдает вот, в ходе службы, бывает так, что в них стреляют, травмы получают собаки, вот это, да, сложность. Ну и сложно это переподготовка собак, наверное. Когда совершаешь ошибки, все приходится заново делать, и поэтому и терпение нужно огромное. Собак воспитываем. Этого я, к примеру, взял с 3-месячного возраста. До этого я брал тоже, ну, самые маленькие, это 3 месяца, которых я брал, наверное, на службу. Первый пес уже к 8 месяцам уже служил, уже приносил пользу обществу. Хотя они должны были к 1,5 года только начинать работать, но, в принципе. Главное качество, которым должен обладать кинолог, это, наверное, скорее всего, терпение и трудолюбие. Мы продолжаем знакомить вас с детьми, которым нужна семья. И сегодня представим вам 13-летнего Дмитрия. Он отличный футболист, хорошо учится и в будущем хочет стать сварщиком. Знакомьтесь, Дима. Ему 13 лет. Дима хорошо учится и имеет много грамот и поощрений. Тут грамота за хорошую учебу, умение преодолевать трудности, за скромность и примерное поведение. Дима проявляет интерес к учебе и старается получать хорошие оценки. Он любознательный и разносторонний мальчик. А еще Дима активно занимается спортом и играет в футбол. Вот еще грамота. Это я в школе получил грамоту за футбол. Там у нас соревнования были. И тут еще вот. Дим, ты у нас о чем мечтаешь? Ну, когда вырасту, кем буду или что? Да. Сварщиком буду. А пока Дима занимается в столярной мастерской.
Эту пройдешь, и что пока у тебя не болталось ничего, вот треугольничек сразу сделаешь, вот здесь. Здесь. И потом остатки. Под руководством опытного преподавателя Дима учится обращаться с инструментами – пилой и лобзиком. Усидчивость, терпение, трудолюбие помогают ему осваивать навыки работы. Обучаясь в столярной мастерской, Дима имеет возможность сделать для себя желаемые изделия. Скажи, что ты сделал, как, с помощью чего? С помощью ножовки сделал пару движений, там сначала отметил, потом начал пилить и пистолет сделал за пару минут. Диме, как и каждому ребенку, хочется жить и воспитываться в семье. Экологичность – один из главных трендов 21 века. Товары с приставкой «эко» стремительно заполняют все сферы жизни. И для многих людей это становится главным критерием покупки. Упор на экологичность добрался и до меховой индустрии. Королем гардероба в прошлом и текущем сезонах признан эко-мех. В чем же заключается его экологичность? Чем он отличается от натурального и стоит ли покупать такую шубку, мы расскажем вам далее. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Бронислава Мэй, я персональный стилист. Эко-шубы давно завоевали сердца многих модниц, и это возможность иметь не одну шубу в гардеробе, а сразу несколько. Например, эко-шуба данного фасона выглядит очень хорошо и стильно. Она похожа на куртку удлиненного формата. Вы можете носить такое даже с высокими унтами ботфортами. Это будет выглядеть также хорошо. Также вы можете сочетать с брюками, с различными костюмами. Такая куртка, я думаю, может быть базовой в гардеробе, основной. То есть дальше вы можете дополнять более яркими акцентными шубами в разных цветах. Мы все с вами уже привыкли к фасону тренч. Данный фасон хорошо смотрится в весеннее время, осеннее время, потому что это стильное пальто, которое всегда органично вписывается в гардероб. А здесь у нас пальто Астраган. Это также эко-мех под каракуль. Такое пальто вы можете носить в сочетании, например, с толстым армейским ремнем, с кепками, это будет хорошо смотреться, с различными шляпами. Такое пальто хорошо впишется в гардероб девушки, которая работает в офисе. Это будет выглядеть органично и естественно. Следующий вариант – это шуба из эко-кролика. Это базовый фасон, который вы можете носить по-разному. Здесь вы можете расстегнуть пуговицы и носить в формате халат за счет ремня. Также вы можете носить его в формате оверсайз, то есть застегивая на пуговицы. Хорошо будет сочетаться с плоским ходом и с объемными головными уборами, балаклавами и шапками капор. Леопардовый принт выбирают девушки, которые любят рисковать и приключения. Именно в такой шубе вы точно найдете себе много классных приключений и будете выглядеть очень ярко. От вас точно невозможно будет отвести глаз. Такую шубу в сером цвете можно носить как базовый предмет гардероба, потому что именно серый цвет нивелирует дерзкие намерения данного принта, поэтому вы можете спокойно носить его даже каждый день. Выбирайте цвет и принт по своему настроению и состоянию души. Когда вы выбираете себе куртку или пуховик, обязательно смотрите на состав материалов, из которых она выполнена, потому что именно это дает гарантию тепла и надежности, также прочности и износостойкости. Данная куртка в ярком желтом цвете поможет вам отличиться на улицах города. Ну и, конечно, поднимет настроение. Вы будете самым настоящим солнцем на улицах города. Данная куртка отлично подойдет для девушек, которые любят сочетать разные образы. К данной куртке вы можете добавить огромное количество разных аксессуаров любых цветов. Это могут быть и яркие головные уборы, это могут быть и акцентные варежки, обувь или сумка. Такая куртка отлично сохранит тепло за счет своей длины макси. Это один из трендов сезона, поэтому выбирайте такую длину и чувствуйте себя комфортно. Данная куртка – идеальная база. Именно с нее можно начать строить свой гардероб верхней одежды. Имея, например, базовую куртку в гардеробе, дальше вы можете спокойно дополнять ее более яркими акцентами. Такая куртка чем хороша? Она универсальна. Вы сможете ее носить в сочетании с разными головными уборами и обувью. Бежевый цвет отлично успокаивает и хорошо подходит для тех, кто является приверженцем минимализма.
Незаметно настала середина недели, а значит, впереди выходные. Самое время хорошенько выспаться, сделать пару дел по дому и, конечно, хорошенько отдохнуть. Мы уверены, что лучший отдых – это поход в кино. Рассказываем, что посмотреть в кинотеатрах Якутска в ближайшие пару дней. Мы ведь команда. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Бизнес-искусство. Премьера фильма «Искусство по понятиям». В нем впервые за 30 лет с криминального чтива Квентина Тарантино на съемочной площадке вновь встретились Ума Турман и Сэмюэль Л. Джексон. Проблемы с наличкой. Думаю, мы можем помочь друг другу. Турман здесь играет неудачливую хозяйку арт-галереи. Когда ее бизнес начинает идти совсем плохо, она ввязывается в опасную авантюру по отмыванию денег. К ней присоединяются криминальный босс Гордон и киллер Реджи, которого играет еще одна звезда – Джо Манганиелло, известный по картинам «Клиника» и «Лига справедливости». Ситуация выходит из-под контроля, когда Реджи вдруг обнаруживает в себе таланты художника-авангардиста. Таким образом, преступление и искусство сливаются в странный коктейль. Искусством это не назвать, но она будет во мне похоть. Барби добралась до больших экранов Якутии. Привет, Барби! Привет, Кен! Привет, Барби! Привет, Барби! Привет, Барби! Привет, Барби! Привет, Барби! В кукольном городке Барби-Ленди ведут свою идеальную жизнь самые разные куклы Барби. Но все меняется, когда одна из идеальных красавиц начинает задаваться серьезными жизненными вопросами. Чтобы найти ответы, Барби вместе со своим другом Кеном отправляются в реальный мир, который совсем далек от идеала. Напомним, лента режиссера Греты Гервиг вышла в мировой прокат еще в июле этого года. Комедия собрала в мировом прокате более 1,3 миллиардов долларов, став самым прибыльным фильмом 2023 года, а также самым кассовым в истории, снятым сольной женщиной. Попляжешь, понял, Кен? Ладно, полежу на пляжу с тобой. Если хочешь полежать с ним, сперва полежи со мной. Да я полежу с вами обоими одновременно. Ах, одновременно? О, да, еще как полежу. Никто ни с кем пляжиться не будет. Также кинотеатр «Центральный» продолжает показы мультфильмов «Черепашки-ниндзя. Погром мутантов» и «Пернатый патруль», российской комедии «Праздники», биографической драмы «Опенгеймер» и якутской народной комедии «Кандидат». Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Рукодельница из Удачного Юлия Рудометкина делает куклы ручной работы и обучает своему мастерству всех желающих. В этом году мастерица получила грант главы республики на создание ателье выходного дня. Подробнее далее. У каждой куклы, которая стоит на этих полках, свой характер и стиль. Все эти куклы сделаны руками мастерицы из Удачного Юлии Рудометкиной. Даже предметы гардероба для своих любимец Юлия шьет сама, а творит мастерица в основном в Центре дополнительного образования, где работает сегодня. И все начиналось, конечно, с семьи, с бабушки с моей. Я была маленькая, смотрела, как бабушка шьет. Она, именно бабушка, мне привила любовь к рукоделию. Смотря на нее, мне хотелось тоже точно так же шить. Меня очень завораживала машинка, на которой она работала. Это была машинка «Зингер». Она была очень красивая, с коваными педалями. То есть меня, наверное, это и привлекло. Она для меня была какая-то волшебная, эта машинка. С началом специальной военной операции Юлия со своими учениками не могла остаться в стороне. И так они все лето трудились, плетя москитные сети и пошивая балаклавы. Сейчас рукодельница полностью погружена новым проектом, ведь совсем недавно она выиграла грант главы республики на создание ателье выходного дня. Он ориентирован на социально уязвимые группы. Социально уязвимые у нас пенсионеры, мамы, находящиеся в декрете, потом, значит, женщины, попавшиеся в трудную жизненную ситуацию.
И с помощью этого проекта я хочу научить женщин, благополучателей наших, научить освоить теоретические и практические навыки шитья. У нас будут новые машинки, техническая база, то есть будет очень хорошая машинка, оверлоки, парогенераторы, все это будет, ножницы, оснащение будет очень хорошее. Мы будем учить шить, и в дальнейшем мы планируем с нашей группой, с нашей командой и уже помогать нашим ребятам на СВО. В наше время хендмей уже далеко не редкость. В каждом городе найдется своя мастерица с булавами и кистями. Однако среди рукодельниц можно найти и тех, кто делает эксклюзивные и очень необычные красивые работы. Анна Васильева, Мирный. В сентябре этого года пройдут гастроли театра кукол Республики Саха-Якутия города Нерюнгри в городе Якутске. С 14 по 17 сентября на дневных и вечерних показах на сцене Государственного экономического драматического театра имени Пушкина состоятся масштабные яркие спектакли театра кукол. И сегодня у нас в гостях Петр Скрябин, директор театра, заслуженный деятель искусств Республики, и Александр Иванов, главный режиссер театра кукол Республики и отличник культуры. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Ну, расскажите, да, нам о предстоящих гастролях, какой ожидается репертуар и с чем вы, собственно, к нам приехали. Ну, как-то так получилось, что мы нынче начинаем наш театральный сезон с гастролей. Вот. Но это не просто как бы так вдруг получилось, потому что у нас там сейчас идет в театре капитальный ремонт. Соответственно, у нас как бы такое не было счастья, да несчастье помогло, как говорится. Вот. Привезли мы 8 спектаклей для детей и для взрослых. То есть, в общем, такой масштабный такой репертуар получился у нас. И выбирали тоже как бы, соответственно, более такой интересный репертуар. Привезли как бы самые интересные, наши лучшие спектакли, чтобы порадовать жителей столицы. Потому что мы давно вот так не приезжали большими гастролями, чтобы масштабно, и чтобы нас не забывали, что нас помнили, вспоминали. Ну и невозможно не спросить, да, я вижу, вы пришли с дополнительным гостем, вот расскажите конкретно о дополнительном госте и, собственно, о куклах вашего театра. Так, это у нас герой нашего спектакля «Судьба», который будет сегодня в 18:00 спектакль в русской драме. Сегодня? Сегодня, да. Его зовут Андрей. Так. Спектакль по рассказу Шолохова «Судьба человека». И некая такая наша интерпретация, наше видение этого произведения. И он у нас является главным героем, который, ну, знаете, сюжет, наверное, там про Великую Отечественную, где он, испытав все невзгоды, пройдя все эти испытания, наконец, как бы находит свое счастье, возвращается на родину. Ну, в общем, мне кажется, довольно интересная постановка. Мне кажется, зрителям понравится. Ну вот интересно, да, с каким составом, сколько человек, сколько кукол, да, вы привезли в Якутск? Ну, сложно сказать, сколько кукол, потому что куклы, как бы, их много. Их у нас очень много. И, ну наверное, как бы, 1/3, наверное, из того, что как бы есть кукол, мы привезли сюда сегодня показать якутскому зрителю. Вот. Ну, а насчет актеров, весь актерский состав приехал полностью. Соответственно, приехали звукорежиссеры, художники по свету, в общем, как бы, ну, все, кто занят в процессе спектакля, все приехали. В общем, практически весь театр приехал. Ну и, собственно, продолжая о куклах, да, это основные действующие лица, да, кукольного театра. И вот расскажите, пожалуйста, поподробнее о их создании, может быть, цех их создания, сколько человек этим занимается, и вот как они придумываются, и как вообще организован процесс их создания. Ну, понимаете, какая штука? Вот персонажи, да, персонажи театра кукол, куклы как таковые, это театральные куклы. То есть это не игрушки, которые, да, мы привыкли видеть в магазинах, да, они немножко другие. Соответственно, у них свои характеры. И первое, что, как бы, с чего начинается их жизнь, это когда художник придумывает образ.
образ персонажа. Вот, допустим, нашего Андрея придумала Светлана Струкова, вот художник из города Санкт-Петербурга. Вот. Вообще у нее очень интересное видение. И, как бы, вот они с Александром Сергеевичем очень хорошо сотрудничают. Вот, ну, кукла на самом деле в первую очередь образ. Да? В первую очередь дело в том, что кукла как актер не умеет эмоционировать, не может это делать, ну, как бы на ходу менять эмоцию, показывать, переживать. Но театральная кукла, она благодаря актеру, который передает всю энергетику, как-то ломает эти стереотипы. И получается, кукле сопереживаешь, куклу начинаешь воспринимать как живого персонажа. И, конечно, вот внешне вот художник максимально помогает создать образ, чтобы актеру помочь передать содержание и идею спектакля. Вот. Ну, вот художник придумывает образ, потом работает уже бутафоры наши. Наш цех очень такой, я считаю, вообще один из лучших, наверное, бутафоров российских театров кукол. Вот. И они как бы вот уже лепят, создают, собственно, саму куклу. Вот. Дальше, и самое сложное, это же механика в кукле. Да, потому что вот, как здесь можем видеть, это у нас полностью отдельная рабочая голова. Это, в данный момент эта механика нам позволила сделать так, чтобы этой куклой управляли только 2 актера. Это уже освобождает у нас, получается, руки. И, опять же, магия, волшебство оживления появляется у нас. Вот именно специфика театра кукол в том, что в театре кукол есть волшебство. Даже для взрослых зрителей. Ну, как известно, мы все еще дети. Вот. Ну, а вообще кукла пишется вот с человека, создается, да, как бы создается образ, да, человека, потом кукла, либо она создается вот по какой-то пьесе, постановке. Как кукла создается по задачам поставленным. Если, например, нам нужен персонаж, чтобы был похож на какого-то человека, конечно, по человеку. Если нет, то нет. У нас очень много животных кукол, непонятных существ, которые именно в рамках спектакля, они понятные, ну, а в жизни как бы не очень. Вот. И это задача художника-постановщика, который ищет, рисует, ну и, конечно же, ее фантазия, вот, которая является ограничителем. Вот скажите, как сегодня, да, выглядит современный театр кукол? Что он из себя представляет? Это очень обширный вопрос на самом деле. Если, например, спрашивать у обычных людей, да, они начинают представлять там перчаточную куклу, там вот это вот. На самом деле нет. Театр кукол — это у нас и тени, и маски, большие куклы, опять же бумаги. Создавался ведь в советское время, да, вот если сравнить сегодня, есть какой-то прогресс, меняется ли? Постоянно. Тенденции. Постоянно тенденции меняются. Если, например, в революционный период это была марионетка в основном, то потом дальше переходит второстепенные куклы, после чего у нас был тоже, можно сказать, фурор, когда вышли актеры из-за ширмы, впервые показались, потому что раньше актеры все прятались. И считалась чистота жанра, показа спектакля в том, чтобы актеров не было видно. И когда Шрайман, да, уральская группа вот, режиссеров, они, Виндерман, Шрайман, вот они, вот, Вольховский, вот они впервые вот, в Советском Союзе вывели актеров вместе с куклами. В открытый прием появился. Все сначала, конечно, очень удивились, всем очень не понравилось, особенно старым кукольникам, а зрителю очень понравилось, во-первых, и мне кажется, как бы и актерам очень даже как бы, ну, там интересный момент произошел, когда кукла стала общаться с актером, не только с зрителем, но и с актером. Соответственно, кукла... Пошел диалог, да? Пошел диалог, общение, это показалось чем-то новым. Ну и сейчас, мне кажется, прогресс не стоит, потому что благодаря тому, что у нас есть интернет, мы все друг друга видим, общаемся с разными странами даже. Мы друг у друга делимся опытом, смотрим наработки. И, конечно, это дело развивается. И театр кукол, он постоянно ищет новые формы. Потому что сейчас, последние 10 лет, вот этот фигуративный театр очень популярен. Это когда обычные предметы оживляются. Там стакан, бумажка, как бы отказывается от кукол,
таковых, а начинает оживлять предметы. Вот тоже интересная работа. Ну, прогресс идет. Ну, это здорово, и мы предлагаем, да, на этот прогресс посмотреть уже с этого дня, да, на сцене Государственного театра имени Пушкина. Напомним, что театр кукол города Нерюнгри в эти дни гастролирует в столице Якутска. Спасибо вам огромное, Петр, Александр и Андрей, за то, что разделили с нами это утро. Отличного дня и прекрасного времяпрепровождения, да? Спасибо. В Якутске. Спасибо вам большое, что вы приходили к нам в гости. Ну а мы переходим к новостям. Наши коллеги расскажут о последних событиях в республике и не только. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Неработающие пенсионеры со стажем работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживающие в сельской местности имеют право на надбавку к пенсии. Порядок назначения доплаты напомнили в госуслугах. Размер доплаты составляет 25% к фиксированной части пенсии. При выходе на пенсию по старости она назначается автоматически. Самое важное, на этот момент пенсионер должен проживать в сельской местности и не работать. Если право на доплату возникло после переезда из города в село, увольнения, приобретения нужного стажа, необходимо подать заявление в Социальный фонд России. Напомним, с будущего года в стране установят новый порядок назначения надбавок к пенсии за северный стаж. В Управлении Федеральной налоговой службы России по республике проинформировали, что налоговые уведомления для уплаты физическими лицами налога на имущество, земельного и транспортного налогов за 2022 год сформированы и выгружены в личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Указанные в уведомлениях налоги необходимо уплатить не позднее 1 декабря этого года. На сегодня сформировано более 450 тысяч сводных налоговых уведомлений, из них половина направлена в электронном виде в личный кабинет налогоплательщика. Остальная часть будет передана в отделение почтовой связи. В истории Горного Улуса впервые открылось среднее профессиональное учебное заведение, где будут обучать профессии в сфере IT. Филиал Покровского колледжа начал работу на базе Бердигистякской улусной гимназии имени Василия Филиппова. Сборный преподавательский состав из 9 лучших специалистов будет обучать слушателей в течение 2 лет и 10 месяцев. На бюджетные места по направлению подготовки информационные системы и программирования по очной форме обучения поступило 25 слушателей без вступительных испытаний по среднему баллу аттестата. У нас первый опыт, потому что мы открываемся отделений в районах. Первое отделение – это Горный район. Мы выбрали именно этот район из-за того, что район хочет развиваться по сфере профобразования. Ну и вот сейчас очень актуальна информационная система, то есть это по IT-направлению. Ну и вот ребята выбрали компьютерные сети и комплексы. В будущем ребята будут работать уже во всех предприятиях, во всех сферах, потому что сфера IT, она уже универсальная. В Театре народов Севера Гулун состоится открытие 10-го юбилейного театрального сезона. Юбилейный репертуар в этом году обещает быть очень интересным и насыщенным. В этом театральном сезоне обещают показать более 14 спектаклей каждую неделю по пятницам и субботам. Помимо этого будут концертные программы и различные творческие вечера. Начинают этот театральный сезон с премьерного показа спектакля «Каркадона Эбе и Яганан», режиссером которого является Антон Бутаков, а художником-постановщиком Дора Айко Тихонова. На этот спектакль я играю Удаганку. Дикторан зовут мою героиню. Очень интересная роль, на самом деле, потому что всегда такие характерные роли, они очень вкусные. Поэтому мне всегда приятно играть свою героиню. Ну, она ясновидящая, она немножко странная, она немножко наводит страх. У меня будет грим, я сейчас без грима. Вот, тогда будет полный образ. Удивительные картины развернутся и на сцене Русского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина. Столицу республики посетил Нерюнгринский театр кукол с репертуаром из 7 картин для детей и взрослых. Показы дневных и вечерних спектаклей театра кукол состоятся в период с 14 по 17 сентября. Зрители ожидают выступления ростовых кукол в сказочных выступлениях по мотивам детских сказок, а также кукол, что поведают о тяжелой судьбе героев, сошедших со страниц произведений русской и якутской литературы. Театр кукол, он единственный в республике, поэтому мы надеемся, что зрителя своего мы найдем
такой театральной столицы. У нас будет 2 спектакля в куклах для взрослого зрителя. Это спектакль «Судьба» по произведению Михаила Шолохова «Судьба человека». Также детские спектакли, они все яркие, музыкальные, веселые, с ростовыми куклами. Я надеюсь, что наш зритель получит массу удовольствия. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Что ж, на этом наш эфир подходит к концу. Пролетел как... Да, буквально, казалось бы, сидели час. Благодарим всех, кто все это время был с нами. Просыпался вместе с нами. Юра, спасибо, что и ты сегодня с нами, да? Отличного дня, хорошего настроения. Увидимся завтра в 7 часов утра на телеканалах Якутия 24 и НВК СХ.